Здравствуй, мир! Привет, республика! Наденьте солнечные очки, намажьтесь кремом с SPF-фактором, ведь прямо сейчас в эфир выходит программа, которая щедро одарит вас витамином D. На ближайшие несколько минут телепространство республики занимает студия 11. По нашей доброй традиции мы познакомимся с интересными людьми, увидим классные сюжеты, да и в целом отлично проведем время. Ну что, готовы начать? Тогда поехали! Вот что ждет нас сегодня. Путешествие по Коми. Что обнаружил Северин Арпа? Отдыхаем с пользой. Трудоустройство студентов очной формы обучения. О, крошка! Рецепт самого летнего блюда. Путешествуя по республике, можно найти много удивительных мест. Одно из таких обнаружил мой коллега Северин Арпа. Находится оно в Княжпогосском районе, на месте заброшенной деревни. К слову, это единственное строение, которое там сохранилось. И это не старый дом. Арсений, расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Я так понимаю, что это остатки какого-то храма. Да, конечно. Значит, данное место находится выше по реке Выми от деревни Кони и ниже поселка Витью. Раньше здесь находилась деревня Кыдзин. В переводе это деревня Березовая роща. Данная деревня насчитывала около 15 домов. Само создание было, значит, в 19 веке. Деревня просуществовала до середины 20 века. Так как рядышком за нами находилась зона, запретная территория, было принято решение руководством исправительных учреждений, чтобы эту деревню закрыть. Часть домов была распилена, часть перевезена в другие деревни. На сегодняшний день на этом месте осталось только останки данного храма. Как раз вот основатель деревни, он перед тем, как строить эту церковь, ездил по другим деревням и помогал строить церковь. Вот это его изобретение. Она состояла еще вот где сейчас я нахожусь, из второй части, но, к сожалению, она не сохранилась. То есть небольшая церковь была, да? Да, церковь была небольшая. Вот. Самого здесь как бы люди тоже крестились, проводили праздники, вот, но таких сильных обрядов здесь не было. Вот кирпич, который здесь, это кирпич сохранился с годов постройки? Да, приблизительная дата постройки 1830-е, 40-е года. Ну, более уже вот 170-180 лет. Да. А кирпич где делали сами? Делали сами. В каждой деревне было место, где замесивали глину и прожигали ее. Один из руководителей в советское время исправительного учреждения попытались трактором, обвязали церковь тросом и пытались его сдвинуть. Трактор не смог ничего сделать, и они, скажем так, отказались от дальнейшей идеи. Вот так вот, друзья. Сила в вере. Ну что, мы вот находимся внутри храма, и чувствуется, что место такое, конечно, намоленное. Здесь можно загадывать желания, причем хорошие какие-то, чтобы они сбывались и улетали вот в открытое небо. Мы желаем мира на земле, здоровья детям всем, ну и счастья вам, друзья. Студенчество – насыщенное время. Пары, лекции, практика, а потом зачеты и экзамены. И только после сессии на какое-то время можно выдохнуть и со спокойной душой забыть об учебном процессе. Главное – каникулы провести с пользой, навестить родителей и родственников, отдохнуть от всей души, а еще можно немного подзаработать. Трудоустройством студентов очной формы обучения на летний период занимаются российские студенческие отряды. Раскроем тему вместе с гостем нашей студии Никитой Черепановым. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Никита, давайте все-таки узнаем, по каким направлениям российские студенческие отряды трудоустраивают студентов. В Республике Коми существует 5 направлений российских студенческих отрядов. Это отряды проводников, это педагогические отряды, отряды вожатых, педагогическое направление, отряды строителей, и новое у нас направление в этом году открылось – это медиа-отряды. Они у нас будут работать летом в качестве пресс-центров в детских оздоровительных лагерях. А кто может стать вообще? Кто может подзаработать? В нашу организацию, в принципе, можно вступать уже с 14 лет, да, но, скажем так, по российским законодательствам можно трудоустраиваться только с 18 лет. В первую очередь, это, конечно, студенты очной формы обучения. Неважно, ты учишься в СУЗе или ВУЗе, тебе, если есть 18, ты являешься студентом очной формы, тебя могут трудоустроить. А вот что такое летний трудовой семестр? Как долго он длится? Это, работа летом. Работаем мы все 3 месяца. Но по некоторым направлениям мы можем уже выехать на объекты свои в мае и работать аж до сентября месяца. То есть трудовой семестр, как правило, 3 месяца, но может растягиваться и на более.
Ну, я правильно понимаю, то есть только после сессии студенты Да, могут да. выехать? Если студенту есть необходимость заранее выехать в лагерь, на стройку или куда-либо еще поработать, у него есть возможность дать досрочно, если руководство его учебного заведения как бы не против, да, если он пишет заявление, досрочно сдает сессию. А если вот затронуть такую тему, как деньги? Зарплата, на самом деле, это не второй, не третий по счету, так скажем, из критериев, которые важны при отборе места рабочего. Какая примерно зарплата, или она как бы в зависимости от отрядов меняется? Вожатые у нас, как правило, за одну смену могут заработать от 7 до 15 тысяч, да, в зависимости от того, какой это лагерь и на какой они должности в лагере находятся. Строительные отряды у нас зарабатывают в месяц порядка 20-30 тысяч. Отряды проводников самое у нас такое прибыльное место, да, то есть у них, значит, зарплата начинается от 30 тысяч, и бывали случаи, когда за лето студент мог перевозить порядка 100 тысяч рублей. Сервисные отряды зарабатывают у нас в месяц порядка 20 тысяч, и медиаотряд, который я уже говорил, будут зарабатывать летом порядка 12-30 тысяч за одну лагерную смену. Но на самом деле думаю, то, что люди не только же за деньгами едут, эмоции, что они могут получить. Да, то есть благодаря российским туристическим отрядам студенты могут, во-первых, бесплатно попутешествовать в стране. То есть мы работаем и в Республике Коми, но есть возможность поработать вне Республики Коми, то есть попутешествовать по нашей родной стране. Можно и поработать и на югах, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Российские туристические отряды есть практически по всей стране. И объекты стройки, отели, лагеря тоже находятся по всей стране. И дорога везде работодатель у нас оплачивает. Медосмотр, который требуется тоже при трудоустройстве, тоже работодатель оплачивает. Поэтому никаких проблем путешествовать нет. Но я знаю, то, что летний трудовой семестр уже начался. Можно ли запрыгнуть, так сказать, в последний вагон и стать частью такой российского студенческого движения? Да, и трудовой семестр у нас уже начался, уже многие направления уже открыли свои первые трудовые дни. Но такие направления, например, как строительное направление и отряды проводников еще добирают, скажем так, к себе работников, да. Особенно у нас жаждет новых кадры строительное направление, поскольку пришли письма, скажем так, в оригинальное наше отделение с просьбой о трудоустройстве дополнительных студентов. И строительные отряды сейчас массово начинают донабор. То есть изначально у них была определенная квота, они набрали этих людей, сейчас пришли другие квоты, больше людей требуется. Поэтому строительные отряды, начиная уже с сегодняшнего дня, мы в Сыктывкарском государственном университете будем принимать заявления на прием студентов, желающих, скажем так, поработать на стройках. И также проводники тоже будут осуществлять донабор эту неделю и следующую. Тоже в СГУ? Тоже в СГУ имени Петерима Сорокина. Каждый день будет прием заявлений приниматься. Ну что ж, спасибо вам большое за информацию. Жарким летним днем, как известно, лучше поддерживать организм большим количеством жидкости, а также свежими овощами и фруктами. Поэтому лучше готовить легкие летние блюда без тяжелых ингредиентов и с минимальной тепловой обработкой. Конечно, королева летнего стола – окрошка, и у каждого она своя. На кефире, квасе, айране, в общем, кто на что горазд. Своим рецептом окрошки поделилась сыктывкарский фудблогер Юлия Панюкова. Сегодня я поделюсь с вами рецептом окрошки. Особенность моего летнего холодного супа состоит в том, что я буду использовать газированную воду. Для а-ля бульона нам потребуется обычная газированная вода, греческий йогурт, 3 желтка, баварская горчица, хрен, гранулированный чеснок, куркума, немного соли, немного сахара, бальзамический уксус, паприка, сок половинки лимона, черный перец. Смешиваем ингредиенты для жидкой основы. Жидкая основа у нас готова. Приступаем к остальным ингредиентам. Возьмем зелень, картофель, огурец, белок яиц. Обычно в окрошку берут редис, но так как я редис в окрошке не очень люблю, я беру морковь. Я ее предварительно сварила. Приступаем к резке ингредиентов. Вы можете резать как вам нравится, я нарезаю мелким кубиком. Ответственный момент. Все соединяем.
Кстати, наш эфир тоже можно сравнить с окрошкой. Много интересных сюжетов из разных сфер, но когда их смешиваешь, получается что-то интересненькое. Что ж, половину нашего информационного блюда мы съели, немного прервемся, чтобы нагулять аппетит. Не переключайтесь. Как и обещали, после небольшого перерыва мы снова на месте. Это студия 11, и впереди несколько минут непринужденного общения, интересных знакомств и еще много чего захватывающего. Но для начала ознакомимся с кратким анонсом нашей программы. «Краса Севера-2021». Можно ли дать оценку творчеству? Ах, детский лагерь. Что делать, если ребенок испытывает стресс в поездке? Умыться так, чтобы лицо скрипело. Правильный ли это подход? В минувшие выходные в стенах Дома дружбы народов выбрали лучших представителей красивых профессий. Фестиваль «Краса Севера-2021» по-настоящему отгремел. Нейл-мастера, визажисты, парикмахеры, стилисты по прическам. Номинаций было много. Судили участников, кстати, профессионалы своего дела. С членом жюри пообщался Никита Чернов. Расскажите вообще, как «Краса Севера» сегодня проходит, чем уникален этот фестиваль? Ну, в этом году очень много номинаций в чемпионате, 13 номинаций, достаточно большое количество, очень серьезные номинации. Подключили в этом году нейл-дизайн, визаж и, соответственно, очень много было стрижек мужских, прически, окрашивания, то есть конкурсантам было над чем поработать. С точки зрения организационной работы, насколько сложно вообще этот фестиваль провести, собрать всех этих моделей, собрать огромное количество мастеров? Как все это получилось, какие сроки? Месяц-два некоторые готовились. Ну, конкурс как бы организационный момент, это очень сложный, потому что организовать на 13 номинаций учащихся, и чтобы заинтересовать их, это, конечно, нужно было потрудиться организатору. Что именно сегодняшний фестиваль дает участникам? Основной большой приз конкурса получит один участник. Это гран-при обучения в Санкт-Петербурге. Есть еще призы зрительских симпатий и участники, и всем участникам тоже будет дополнительный приз. Женщина должна быть красивой всегда, везде, но все-таки ваше личное мнение, естественная красота или вся эта косметика, прически? Естественная красота – это хорошо, но когда можно чуть-чуть добавить что-то, это будет еще прекраснее. Насколько сейчас в Коми Республике бьюти-сфера развита? Развита ли она вообще? Ну, я считаю, что в нашем, вообще в Республике Коми очень хорошо в последнее время начала развиваться вот именно бьюти-сфера. Открываются салоны, дополняются новые направления какие-то. Вот тем, кто все-таки первое место гран-при не смог занять, и если вдруг они начали унывать из-за этого, грустить, можете чего-нибудь для вдохновения пожелать на будущее? Вообще не надо никогда расстраиваться. Любой конкурс, любые результаты – это все-таки достижения. И даже отрицательный результат – это тоже показатель, что для того, чтобы знать, как работать над ошибками, что именно еще учесть, чтобы в дальнейшем выйти уже на призовые места. Спасибо большое за интервью. Я тоже очень надеюсь, что бьюти-сфера в Коми будет все только и только расти и процветать. Спасибо. Лучший подарок – это эмоции. Сегодня существует масса возможностей подарить ребенку увлекательное времяпрепровождение. Например, отправив непоседу в детский лагерь. Однако часто родители сталкиваются с проблемой, что поездка вызывает у чада стрессовое состояние. Малыш попадает в новую для себя среду обитания, и окружение испытывает внутренние неудобства, связанные, как правило, с адаптацией. Об этом Андрей Кабишев поговорил с психологом Юлией Першуковой. Юля, добрый день. Добрый. Сегодня мы поговорим о том, как настроить ребенка к поездке в лагерь. Вот как настроить ребенка? В первую очередь это психоэмоциональный настрой родителей. Причем не одного родителя, а двух родителей. Да? Потому что если кто-то сопротивляется или сильно переживает, или боится за ребенка, то, соответственно, дети, независимо от возраста, интуитивно будут считывать состояние родителя, и их состояние тревоги тоже будет усиливаться. Поэтому первая подготовка – это подготовка родителей к тому, чтобы
чтобы отпустить своего ребенка. А затем уже подготовка ребенка. То есть, когда мы обозначаем наши планы, что планируем, чтобы он посетил то или иное место в течение длительного периода, был без родителей. Мы обсуждаем с ребенком, какие он видит в этом плюсы, насколько у него есть желание и какие опасения у него есть. И помимо психологической подготовки должна быть такая физическая подготовка самообслуживания, то есть когда ребенок справляется сам. Самостоятельность определенного уровня. И, соответственно, тогда ребенок тоже может в течение определенного периода времени быть без родителей. Такой серьезный вопрос, достаточно щепетильный, я бы сказал. Да. Юлия, скажите, а если вдруг вот мама, папа согласны, все, отправляем ребенка в лагерь, в лучший лагерь, да, а ребенок сам отказывается, стоит ли заставлять родителям? Ни в коем случае. Заставляйте, потому что нельзя. В любом случае, через пару дней он будет звонить и вызывать родителей. Если не он будет осуществлять звонки, то, соответственно, вожатый, который говорит, будут, заберите. Да, заберите, потому что он сильно переживает, плачет, нервничает, и либо проявляется в агрессивном поведении. Мы ни в коем случае не заставляем детей. Задача прояснить причину, из-за чего он не хочет. Возможно, кто-то из друзей поделился негативным опытом, и ребенок не хочет. Возможно, кто-то из родителей до этого рассказывал какую-то не очень приятную историю, связанную с пребыванием в детском лагере, и, соответственно, ребенок опять же не хочет. Возможно, это повышенная личностная тревожность. Да? Есть высокотревожные детки, младшие школьники и подростки, соответственно, для них это не самый лучший вариант отдыха, и поэтому мы учитываем те особенности ребенка и принимаем совместное решение. Для того, чтобы ребенка отправить в лагерь, нужно, чтобы готова была каждая сторона, и принимающая, и та, которая приезжает, и дети, и родители, и, соответственно, Вы знаете, бывает такое, что ребенок, например, приехал в лагерь, вроде бы все хорошо, все красиво, все ему нравится, а потом через день-два вот этот звонок: «Мама, забери меня». Что с этим делать, когда вот ребенок звонит спустя некоторое время родителям? Как родителям нужно вести себя? Мы опять же смотрим, через какой период времени. Если это... Давайте день-два. Это период адаптации. До 3 дней мы считаем, что это период адаптации, нужно дать возможность ребенку адаптироваться. То есть здесь мы поддерживаем его, спрашиваем, что произошло, что ты можешь сделать, чтобы себе помочь, поддержать, и договариваемся, что если твое состояние таки будет оставаться, да, что тебе ничего не нравится, плохое настроение, то мы приедем за тобой через 4-5 дней. Соответственно, мы связываемся с руководством. Те люди, которые работают на группе ребенка, и спрашиваем, как он себя там чувствует. Тоже психолог, да? Да. Вожатый. То есть вожатые, они говорят, он включается в игры, или наоборот, говорит, нет, он так и с момента прибытия находится особняком. Да? Соответственно, мы проясняем и принимаем решение. Да? Либо мы приезжаем, либо через 4-5 дней мы созваниваемся и понимаем, что у ребенка все в порядке. Ну, то есть он адаптировался. До 3 дней мы понимаем, что период адаптации, и ребенок, конечно, будет скучать. Ну, в общем, главное, чтобы был контакт с родителями, да? Контакт, может быть, психологом, и тогда все будет хорошо. Да. Юлия, наша беседа подошла к концу. Большое спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. До свидания. Нередко в борьбе за красивую чистую кожу мы перегибаем палку. Используем агрессивные средства для умывания, после которых лицо аж скрипит. О чем нам это говорит? Что с кожи смыт весь защитный слой, она пересушена и начинает активнее вырабатывать жир, чтобы восстановиться. В результате это приводит к раннему образованию морщин, возникновению акне и воспалительных элементов. Продолжит тему специалист. Проблемная кожа и как за ней ухаживать. Эта тема заботит большую половину населения, я думаю, потому что проблемная кожа – это не только забота подростков, как принято думать, но и у взрослых женщин и мужчин тоже бывают какие-то такие неприятности на лице, от которых хочется побыстрее избавиться. Проблемная кожа требует к себе бережного отношения, такого же деликатного и мягкого очищения, ежедневного увлажнения и ежедневной защиты. Чтобы очистить проблемную кожу, не надо использовать сильных средств и не нужно очищать ее 3-4 раза в день, потому что иногда слышно мнение, что я умываюсь утром, я умываюсь в обед, умываюсь в полдник и вечером. Это очень много. Достаточно 2 раза в день со специальным средством. Оно должно быть не
Это не должно быть обычное мыло, оно очень сушит кожу и повреждает ее. Лучше использовать слабокислотное средство, оно поможет поддерживать баланс кожный в форме и избежать избыточной жирности и из-за этого возникновения воспалений. Не забывайте обязательно увлажнять проблемную кожу. Даже если вы считаете, что она вырабатывает очень много жира и куда ее и так увлажнять, нет, это неверно, потому что сало – это сало, а когда мы увлажняем кожу, мы привносим в нее воды. Вода очень важна для процессов, протекающих в нашей коже и на нашей коже, и она очень важна для поддержания микробиома кожи. Увлажняющие средства должны быть на безмасляной основе. Это легкие тоники, это легкие гели и кремы на силиконовой базе. Летом особое внимание уделяйте защите проблемной кожи. Солнцезащитные средства бывают разной консистенции, и сейчас очень много выпускается таких кремов, которые не забивают поры и не создают чувство пленки и чувство тяжести на лице. А защита от солнца, наоборот, поможет избежать нежелательной пигментации, которая может оставаться после воспалений, и избежать появления новых воспалительных элементов. Друзья, к этой минуте у меня все. Как по мне, отлично провели время. Остается только пожелать вам солнечных денечков и крепкого здоровья. Кстати, не затягивайте с решением о вакцинации. Помните, что от этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. В эфире была программа «Студия 11». Увидимся!